Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Всем привет! У нас опять есть 3 совершенно летних, свежих, бодрых сюжета. Что у нас главное в жизни? В жизни это главное... Еда. Образование! Кто не учится, тот не ест. А кто очень хорошо учится, тот очень хорошо ест. А я думал, ест тот, кто не работает. Нет, мы поменяем. Человек значимую часть своей жизни стремится получить образование. Сначала мы идем в сад, чтобы пойти в школу, потом мы идем в школу, чтобы пойти в институт, потом мы идем в институт, чтобы пойти на работу. А потом мы идем на работу, чтобы пойти куда? На пенсию. Очень оптимистично. Я считаю, что если человек стремится к знаниям, и он стремится становиться лучше, развиваться сам по себе, то ему всегда будет в жизни сопутствовать успех. На самом деле, те, кто смотрел последние серии «Игры престолов», должны помнить, как Сэм Тарли пришел, наконец-то, в училище мейстеров, и он увидел... библиотеку. Да, огромную библиотеку. Вот какие эмоции должны у каждого студента возникать, когда он заходит в стены института. Да, вы сразу должны забывать о жене и детях. Да. Ну что, давайте посмотрим, как вручается диплом. Вот мне интересно, меня это ожидает. Но стоит отметить, что это не какие-то выпускники, а выпускники нашего института, Восточно-Сибирского института экономики и менеджмента. Давайте посмотрим, как у них прошло вручение дипломов. Смотрим и тоже мечтаем о дипломе. У нас сегодня замечательный день. По сути дела, 250 выпускников Восточно-Сибирского института экономики и менеджмента и Якутского колледжа инновационных технологий получили дипломы. Сегодня действительно для нас счастливый день. Нынче у нас было нововведение, то, что защита дипломов осуществлялась у бакалавров совместно с Московской комиссией. Это для нас было новое. Ребятам было интересно, были новые вопросы, новый взгляд на некоторые вещи, на некоторые проблемы в области экономики, юриспруденции. Но наши ребята, они достойно представили свои учебные заведения и успешно завершили все, кто был допущен к защите дипломных работ, своей работы. Я думаю, что для учащихся действительно это очень хорошая продуктивная форма, поскольку обучались они, естественно, не онлайн, они обучались в стенах нашего вуза, но зато комиссия аттестационная была очень солидной. По сути дела, это было 2 комиссии. Наша государственная аттестационная комиссия и комиссия из Москвы. Наш институт получил лицензию в 2012 году, он достаточно молодой. Первый выпуск был в прошлом году. Прошлый выпуск тоже был достаточно сильный. Специалисты среднего звена, они многие продолжили обучение у нас, сейчас обучаются. Многие обучились заочно. Очень радует, что наши выпускники действительно показали высокий уровень обучения. И комиссия из Москвы отметила некоторые работы даже для участия в конкурсе дипломных работ, а также у нас закончили несколько человек с красными дипломами. Ну а следующий наш сюжет не менее интересный. У нас прошел чемпионат по игре Guitar Hero Live.
который прошел у нас на площади Орджоникидзе. Принимали участие у нас все желающие. Записаться можно было прямо на месте. Все думают, вот играешь ты на пластиковой гитаре, значит, ты на нормально умеешь играть шестиструнной. Кто все так думает? Кто так Я думает? никогда так бы не подумал. И я думала, что вот если я не умею играть на классической гитаре, значит, и на той гитаре я не смогу играть. А оказывается, на этой пластиковой гитаре есть такие же кнопочки, как на геймпаде, и там просто... Более того, там нету струн. То есть ты можешь играть на гитаре, не играя на гитаре. Парадокс! Но шутки шутками, но ведь на самом деле это прекрасное ощущение, когда ты действительно можешь почувствовать себя Слэшем, Ингви Мальмстеном, Томми Айоми, при этом не умея играть на гитаре. Кто эти люди? Не могу не упомянуть замечательную игру Rocksmith, которая, в отличие от Guitar Hero, которая тоже очень популярна, там ты подключаешь к звуковой карте Настоящую гитару, да. Там кабель идет комплект. Да, и ты должен конкретно исполнять все хиты по чесноку. И тем людям, которые, может быть, Guitar Hero кажется каким-то несерьезным развлечением, Можно поиграть в Rocksmith. показать, кто из нас, как говорится, Джо Сатряни, а кто Юрий Лоза. И его плод. Его плод. Сегодня мы играем в Guitar Hero под открытым небом. Все это приурочено к фестивалю Sounds of Sakha. Я задаю вопрос со сцены, если правильно на него отвечаешь, простые вопросы, ты поднимаешься на сцену. Если на него ответил, ты уже получил какой-то приз. Автоматически еще и стал участником. А участник борется за призы, за проходки на Sounds of Sakha и более крутые штуки. Это крутые фирменные очки от Guitar Hero. Мы дарим тебе вот такие вот очки. Я думаю, что они тебе подойдут. Браслет Sounds of Sakha и деревянный значок Sounds of Sakha. Мы поздравляем тебя, но ты проиграл. Дома скучно сидеть, поэтому пришел сюда. Guitar Hero я играла раньше, но на пятикнопочном. На Guitar Hero Live не играла. Guitar Hero хоть и развивает чувство ритма, но главные вещи, как, допустим, там становление пальцев на самих струнах, то есть это совсем другое. То есть, если захочешь играть на гитаре, нужно уже учиться с нуля. Это аркадная ритм-игра, в которой тебе надо уловить ритм и попадать в нужные вот эти самые шашечки, маленькие медиаторы. И когда ты в них попадаешь, ты получаешь максимум очков. Чем больше очков, тем ближе ты к победе. Все очень просто. Это своего рода промо-акция, то, что у нас сейчас происходит на площади Орджоникидзе. Разыгрываем пригласительные билеты на наш фестиваль. В этом году самая главная особенность – это то, что у нас в участии принимают два хедлайнера. Это группа из Санкт-Петербурга, группа Animal Jazz и Jane Eyre. Ты ждешь Sounds of Sakha? Конечно, потому что приедет Animal Jazz и Jane Eyre. Я хочу на Animal Jazz. Очень люблю эту группу, и Zero People тоже люблю, поэтому очень жду. Конечно же, хедлайнеров я жду Jane Eyre, вот, но и хотелось, конечно же, местных групп послушать. Что-то у нас дети приуныли, самое время раздать им шары. Это круто, это весело, очень много классной музыки, очень много впечатлений вызывает игра. Это очень долго описывать, но вы сами видели все. О боже, я очень рада. Здорово, что есть такая возможность выиграть билет на Sounds of Sakha. Тем более, что у меня день рождения именно 23 июля, и то, что мне достался билет бесплатно, это вообще как можно считать подарком. Ты получаешь у нас VIP-билет на Sounds of Sakha. Давно интересовался с гитарами, хотел научиться на настоящей гитаре играть, но что-то не получилось. И решил хотя бы на игрушечных попробовать. Целевая аудитория видеоигр растет вместе с видеоиграми. И благодаря вот этому клубу по интересам я знаком с любителями приставок, которые уже очень взрослые, у них есть семьи, у кого-то там, может быть, уже внуки подспевают. Вот, собственно, возраста у геймеров нет. Как нет возраста у музыкантов, как нет возраста у любителей музыки в целом. Наверное, именно поэтому концертное агентство Анна Домини и Аркада показали вот такое некое слияние и вместе занимается организацией фестиваля Sounds of Sakha. Потому что, на самом деле, мы очень похожи. Любовь к музыке и любовь к видеоиграм, она во многом пересекается. И здорово найти таких друзей.
А наш третий сюжет посвящен замечательному жанру стендап, который продвигает наш коллега Сергей Орлов вместе с нашим другим в недавнем прошлом коллегой с Денисом Антипиным. Они решили в Гик-кафе провести показательное выступление по стендапу. Кстати, не просто научиться просто хорошо шутить. Не просто научиться. Да. Раньше совершенно небольшое количество людей знало, что у нас в Якутске проходят какие-то мероприятия, открытый микрофон, где любой человек может написать крутые шутки, прийти, зачитать, чтобы все посмеялись и проверить, вообще хороший ты стендапер или нет, умеешь ли ты шутить или нет. Здорово, что наши ребята также продвигают интересный и самобытный жанр. Очень часто мы в виде стендапа видим обычные какие-то комедийные скетчи, КВН, номера. Хотя на самом деле стендап – это жанр размышления. Стендап предполагает какие-то свои мысли, свои наблюдения жизненные. Для меня, допустим, да, первыми стендаперами в России все-таки были люди из аншлага. Там был такой Михаил Задорнов, который достаточно много рассуждал про американцев. Пожалуй, самым известным российским стендапером, можно сказать, является Михаил Жванецкий. Если применять критерии современного стендапа к его монологам, то это вполне себе такой твердый социальный стендап. Сегодня у нас была техническая вечеринка, на которой мы катали материал. Ну, в смысле, мы катаем материал на открытых микрофонах. Здесь более проверенные шутки уже. Волку, он пришел, они ему открыли, он их всех сожрал, понимаете, лег с набитым пузом и уснул. Пришла мама, увидела все это, распорола ему пузо, достала оттуда всех козлят, зашила туда камни. Волк пошел попить воды, попил и утонул под тяжестью камней. Спокойной ночи, дорогая. Я готовлюсь к большому концерту, к большому выступлению. Хочу пробить час. Это моя пока цель. Я хочу пробить час 10 сольного выступления. Мне недавно начальник написал, ты где? Я написал, я опаздываю. И он мне отправил смайлик. И я подумал, вот сидит сейчас чувак, ему 50 лет, он в хорошем костюме сидит. И такой, где Орлов? Он опаздывает. В чем кайф? То есть, когда ты выступаешь даже плохо, ты должен понимать, что это как-то связано с твоей именно жизнью. Потому что стендап – это личный жанр, когда ты не можешь выйти, что-то отрепетировать. И то, что ты чувствуешь на данный момент именно сейчас, ты это и говоришь. Меня бесят друзья, которые во всем лучше, чем ты. Что бы ты ни делал, они делали это до тебя. Да, ребят, я такой классный фильм посмотрел, мы его уже видели. Слушайте, ребят, я нашел такой классный бар, где можно тусить, мы уже год там тусим. Ребят, знакомьтесь, моя новая девушка. Привет, Надя. Мы проводим открытые микрофоны уже год. Это место, куда может прийти вообще любой желающий. Я ездил в Москву несколько раз. Был большой московский стендап-фестиваль. Туда приехало 600 человек со всей страны. И все приехали для того, чтобы попасть в новый телевизионный проект, который будет на ТНТ, который будет посвящен именно молодым стендап-комикам. Вы не задавались никогда вопросом, почему вместо рекламы на ТНТ у нас показывают некрологи? Стоит Мартиросян такой, вернемся на Comedy Club. Скоропостижно скончался Нестеров. Я, наверное, года полтора только осознанно занимаюсь. А года два я был вообще в такой прострации. Я пытался что-то делать, как-то мешать. То есть я не знал ничего, то есть я же не выезжал особо. Я просто что-то щупал, типа пытался, читал какие-то книги, там, пытался быть похожим на американских комиков и понимал постепенно, что это, у меня не получится так. Недавно я был в одном ДК, это было в городе Ленск, и меня очень сильно удивило, когда я зашел в туалет и увидел в туалете в унитазе монетку. Есть просто такая традиция, я знаю, да, если тебе нравится место, надо кинуть туда монетку. Просто в настолько отвратительном месте находился тот человек до этого, если ему понравился туалет города Ленска. Нельзя останавливаться. Все как только один раз ошибутся или поймут, что типа выступили плохо, все выступали плохо. Возьми любого великого комика, там, он всегда не было такого, чтобы у него все началось гладко. То есть любые люди, когда чем-то занимаются, они все сталкиваются с какими-то проблемами. И то есть у тебя тут два варианта. Либо ты захаваешь и перестанешь этим заниматься, либо ты будешь хавать. Надо понимать, что всем нельзя угодить. Надо гнуть свою линию, все.
И то есть и продолжать этим заниматься. Самый главный редактор — это зритель, ты же все видишь, все понимаешь. Люди не будут выдавливать из себя смех, если это не смешно. Я не думаю так, я просто шучу, понимаете? Моя работа смеялась, чтобы вы смеялись. Вот в чем заключается моя работа. Друзья, мы напоминаем вам, что 23 июля в туркомплексе Сататас пройдет фестиваль Sounds of Sakha. Будут очень замечательные группы, такие как Jane Eyre и Animal Jazz, которые мы обязательно послушаем и посмотрим на их крутое выступление. Уже в эту субботу самый крутой концерт года. Ну а вы смотрели 448-й выпуск нашей передачи. Увидимся ровно через неделю. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, на наш канал на Ютубе Проб ТВ и в наш аккаунт в Инстаграме Проб.ТВ. Оставляйте свои лайки, комментарии и прочее. Мы все посмотрим, всем ответим. Все прочтем и учтем. Всем пока. Пока-пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить востребованные специальности: экономика и бухгалтерский учет, право и судебное администрирование, земельные и имущественные отношения, документационное обеспечение управления, сервис на транспорте и операционная деятельность в логистике. ЕКИТ. Будущее в твоих руках. Анна Домини и магазин игровых приставок и аксессуаров «Аркада» представляют. Всем привет, я Александр Красовицкий из группы Animal Jazz. 23 июля увидимся на крупнейшем в Якутии рок-фестивале Sounds of Sakha. Animal Jazz будет там. Выступление рок-групп Якутска, видеоигры от магазина «Аркада», краски Холли, спортивные и настольные игры, партнеры, информационная сеть ЕГТ.ру, Индрайвер, прокатное агентство «Звук и свет». Билеты в кассах кинотеатра «Центральный», «Синема Центр» и магазине «Аркада». Не пропусти! Animal Jazz и Jane Eyre на Sounds of Sakha.